2026 года все граждане Кыргызской республики будут обязаны сдавать налоговую декларацию. До этого декларирование населения будет внедряться поэтапно. Первый этап декларирования уже начался с 2023 года. Помимо тех лиц, которые обязаны ежегодно предоставлять единую налоговую декларацию, в 2023 году ее должны подать новые категории налогоплательщиков. До 1 мая декларацию по итогам 2022 года обязаны представить сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения. Сотрудники, занятые в государственном органе, государственном или муниципальном учреждении, а также в организации с государственной долей участия, не являющихся государственным или муниципальным служащим. Граждане, имеющие вид на жительство или статус хайрилмана, получившие доход от деятельности в международных организациях. Физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов. В 2024 году начнется второй этап декларирования населения, где налоговую декларацию будут обязаны представлять все физические лица, получившие налогооблагаемый доход. А в 2026 году налоговую декларацию должны будут представлять все категории физических лиц. Физлица вправе представлять декларацию по выбору в электронном виде или на бумажном носителе. ЕНД на бумажном носителе следует отнести в налоговый орган по месту регистрации или отправить через почтамт заказным письмом с обратным уведомлением. Для сдачи декларации в электронном виде необходимо иметь личный кабинет на сайте налоговой службы. После того, как вы зашли в личный кабинет, для выбора формы и заполнения декларации нужно открыть модуль «Е-декларация». Затем нужно выбрать единую налоговую декларацию физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, форма STI-100. Заполнить данную форму и отправить в ГНС. При заполнении декларации в электронном виде в разделе «Информация об имуществе» автоматически производится отражение движимого и недвижимого имущества из базы данных «Кадастр» и УНА, принадлежащего декларанту. При этом при несогласии с данными есть функция редактирования. Помните, что непредставление налоговой декларации влечет физическому лицу штраф в размере 1000 сомов. Более подробную информацию по заполнению налоговой декларации можно найти на сайте ГНС. Делитесь этим видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Напишите в комментариях, если у вас возник вопрос, и мы с радостью вам ответим.